Сегодня не существует в мире государства, которое клонился бы к исламу, или принимал ислам, или хотел, чтобы правил в нем ислам. Напротив, весь мир, без исключения, воюет с Аллахом и Его посланником. Даже в Хиджазе, даже в государстве, где утверждают его глава, что он слуга двух святынь, а он слуга у кафиров. Во всех странах Аллаха существуют сегодня правители и государства, которые сражаются с «Ля иляха илля-Аллах», не хотят ислам, но потому что они слабые и лжецы. Утверждают, что они хотят ислам, утверждают это, но они лжецы. И они хотят заблудить простолюдин из мусульман исламом, который они создали. Не тот ислам, который был ниспослан Мухаммаду, но ислам, который смешан с лицемерием, в котором можно служить в армии кафиров ради денег, который смешан с ложью, в котором есть униженные. Но истинный ислам, который ниспослал Аллах своему посланнику, они не хотят его. И появилось среди мусульман те, кто хочет призвать в дом единства, в обществе, и хочет жить в нем, и стоять с врагами, шпионские государства, и утверждают, что они во благе. И стала религия заложником этой приюти. И каждый правитель, который приютил нас, мы называем правителя, что он из верующих. Даже если этот правитель враждует с Аллахом и его посланником. И в нашей литературе вы найдете порицание, построенное по отношению к Эмирату. Потому что Эмират, у нее другая позиция. Но однако то, что ссвязано насчет Катара, порицания нету. Потому что из Катара приходят к нам деньги как дождь. И как мы будем кушать из ее щедрот, затем порицать ее, это харам, наглость и малость веры. И Катар, государство, у которого есть обязательства, маленькая почетом агент кафиров, не тратит деньги на мусульман, кроме как с приказом кафиров, когда они примут решение, не тратит, проявляя щедрость, и не тратит, проявляя почет гостям, и не тратит деньги, проявляя почет к слабым, или укрепление меча. Поистине он тратит по приказу кафиров. Мы помогли Катару, говоря, бедный Катар, маленькое государство. Мы будем порицать ее после того, как он кормит нас. Оставьте Катар в сторонку. Потом пошли к Абдуллаху Эрдогану. Это тот, с которым связался Херсон несколько дней назад. Поздравили его с приходом к власти. Связался с ним, поздравляя. Сказал ему тот, что отношения Турции с Израилем отношения хорошие. И что мы отличаемся производством, энергией, технологией и многое, что связано с услугами и товарами. И сказал, несмотря на разногласия между нами, мы должны сотрудничать с вами, чтобы решить эту проблему и палестинскую проблему, согласно международным резолюциям. То есть, чтобы сделать два государства, чтобы вы дали тем палестинцам государство, как хочет Запад, государство неспособное, слабое без власти, и чтобы вы взяли государство. Вы возьмете государство как львы, а мы зовем как мыши. Связывается этот Эрдоган, халиф мусульман, который заполнил мечети теми, кто хвалит его и превозносят. Валлахи, если бы связался представитель Эмирата с Израилем, сказали бы, этот преступник, лжец и агент. Эмираты нехорошее государство, дозволено проклинать его. Но Эрдоган – праведный человек. Этот не связался просто так. Поистине у него есть цель, далекие цели. Поистине погубило тех, кто был до вас, то, что если у них совершал кражу знатный, то оставляли его. А если совершал кражу бедной, то отрубали ему руку. Эта разница в весах, в которой играют деньги и страсти, не являются весами для Аллаха. И о те, которые хвалите Эрдогана, знайте, что Эрдоган служит Америке. Ясен он, и враг Аллаха, дозволяет прелюбодеяние и безнравственность, и устанавливает куфр, и дружит с Америкой, и с Англией, и с Европой, и дружит с иудеями. И он мерзкий агент, мелкий наджас. Даже если он помог вам и дал вам, и поднял ваш статус, валлахи, если вы останетесь на этом, они предадут вас вашим врагам и подчинят вас кафирам. Вы не остались в безопасности от их зла, и вы увидели плоды этого. И начало то, что указывает вам на это. Но однако вы не схватились путем посланника Аллаха, когда он не принял помощи сильного племени, только за то, что это племя поставило условия, что он будет помогать исламу от арабов, а не от персов. Они защищают вас от кого? От кого они защищают вас?
Защищают вас от Америки, от евреев? Выдвигаются ли их войска для спасения Аль-Аксу? Выдвинулся войско Эрдогана в Азербайджан, и в Сирию, и в Ливию, и во все стороны земли. Но в Аль-Кудс не знают дорогу. Его пример – этому пример Ирана, лживая и неверная, у которой есть армия и войска. Они покушаются на нашу честь, но не двигаются для помощи в Аль-Аксу. Лживые и мерзкие даджалы. Аллах непременно помогает тому, кто помогает ему. Воистину Аллах всесильный, могущественный. Это религия Аллаха. Уйдут шлаки, и уйдет нечестие. Явится истина, и исчезнет ложь. Аллах выявит нечестие, и Аллах возвысит истину своим дозволением и величием. И пусть не искушают вас эти договора, потому что сторонники договора придут и будут унижены, но сторонники Аллаха и Его приближенные, они не покушаются на чести, и они не покушаются на достоинство, не продают и не покупают в религии, не дружат ни с Ираном, ни с Турцией, ни с арабскими странами, которые служат кафирам. Все они одинаковые в делах. Все они враги Аллаха и Его посланника. Если вы хотите, чтобы Аллах посмотрел на вас, то проявляйте непричастие от их дел и от их дружбе, и от того, чтобы заступаться за них. И я уверен, если вы будете заступаться за них, то вы будете как они, и будете идти по их стопам, и идти их дорогой, и будете делать то, что делали они. Потому что если человек хвалит кого-то, то он подобен ему, и мужчина придерживается религии своего друга. И те, кто хвалит Эрдогана, несмотря на его связь с иудеями, у него тоже будет связь с иудеями, которого будут защищать и принимать, и оправдывать, и приводят доказательства из Великого Корана. Это я говорю, свидетельствуя, и беру свидетелей Аллаха для вас, и прибегаю к защите Аллаха от того, что они делают, проявляя дружбу к тиранам и беззаконникам, и врагам религии, и от того, чтобы доминировать и жульничать. Поистине Аллах не принимает, кроме как с чистой искренностью. О Аллах, прости нам наши грехи и то, что мы приступили в наших делах, и укрепи наши стопы, и даруй нам победу над народом неверующими. О Аллах, помоги нам в борьбе против наших шайтанов, и наших душ, и наших страстей, и от философии и лжи. И помоги нам от оправдания, и помоги нам от лицемерия. О милостивый из милосердных! О Аллах, мы просим Тебя, чтобы Ты возвысил своих приближенных и даровал победу своей религии. О Аллах, всели страх в сердцах тиранов и беззаконников. О Аллах, даруй нам победу против всех мерзких агентов. О Господь миров! О Аллах, возвысь слова истины и даруй победу религии. О Аллах, выведи для этой религии его сторонников, его мужчин. Поистине Ты способен на все.